Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Парламент республики на очередном пленарном заседании рассмотрел корректировку госбюджета на 2022 год. Об основных параметрах главного финансового документа поговорим с гостем студии Валерием Жандоровым, министром финансов республики. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В самом начале нашей беседы хотелось бы спросить об основных параметрах госбюджета на 2022 год. Расскажите, какие изменения были внесены при корректировке бюджета? Да, вчера Государственное собрание ЛТМН утвердило закон об корректировке государственного бюджета на 2022 год. Вот данная корректировка была направлена на реализацию тех мер, которые были приняты на оперативном штабе по устойчивому развитию экономики в рамках внешнего санкционного давления. Данный оперативный штаб, как вы знаете, возглавляет глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев. И те решения, они были сейчас закреплены в нашем законе о государственном бюджете. В целом, доходная часть государственного бюджета увеличилась на 4 миллиарда 990 миллионов рублей. Доходы мы спрогнозировали увеличение за счет налога на добычу полезных ископаемых. Ожидаю увеличения добычи по алмазам, по золоту и по углю. Вот эти дополнительные доходы были направлены на финансовое обеспечение тех мер. Основная, конечно, мера – это была сумма 1 миллиард 48 миллионов на повышение заработной платы тем работникам бюджетного сектора, которые не входят в так называемые целевые категории по указам президента России. Арсений Сергеевич принял решение, что мы повышаем зарплату не с 1 октября, как было ранее, а с 1 апреля уже, и поэтому потребуются дополнительные расходы на 1 миллиард 84 миллиона рублей. Кроме того, на поддержку семей с детьми нами предусмотрена сумма 412 миллионов. Это во исполнение решения президента Российской Федерации о выплате семьям с детьми от 8 до 16 лет. Это малоимущим и нуждающимся семьям. При этом прогнозно мы предполагаем, что из федерального бюджета будет выделено почти 8,5 миллиарда рублей на республике, и наша доля софинансирования составляет 412 миллионов рублей, и уже эта мера начнет работать с 1 мая 2022 года. Кроме того, мы увеличили финансирование на 231, дополнительно выделили на лекарственное обеспечение. Как мы знаем, сейчас идет удорожание все-таки медицинских препаратов на эту меру. Кроме того, для тех граждан, которые, если с 1 марта будет сокращение рабочих мест, вот для этих граждан предоставлены увеличенные суммы на социальный контракт на 8,7 миллионов рублей, и таким образом мы увеличили саму сумму социального контракта. Кроме того, для тех, кто потерял работу, единовременно у нас будет выплачиваться сумма в размере минимального размера оплаты труда. Это для, конечно, по оценке нуждаемости, это увеличена сумма 30 миллионов рублей. Но кроме этого мы и увеличили поддержку отраслей экономики. Каким образом? Мы увеличили докапитализацию финансовых институтов, увеличили капитализацию Алмаз-Регионбанка, чтобы он, уже используя так называемый мультипликативный эффект, в большем объеме и по льготной ставке кредитовал предприятия, в том числе розничной торговли, чтобы они могли обеспечить непрерывный запас продовольствия и непродовольственных необходимостей товаров. Кроме того, субъектов малого и среднего предпринимательства. И также докапитализацию произвели Республиканское ипотечное агентство для того, чтобы жилищное строительство у нас не замедлялось, поскольку и правительство Российской Федерации уделяет этому пристальное внимание, и мы считаем, что строительная отрасль является драйвером экономики, и ее необходимо поддержать. И мы выделили капитализацию для комплексной жилищной застройки. И, кстати говоря, Владимир Владимирович Путин буквально вчера также подтвердил направленность поддержки жилищного строительства и граждан, которые хотят приобрести жилье. Ставка по льготной ипотеке сейчас снизена с 12 до 9% годовых. То есть весь наша корректировка направлена на обеспечение вот этих мер устойчивого развития экономики в условиях санкций. А какие еще дополнительные оперативные меры по поддержке экономики и населения в условиях санкций нашли отражение в корректировке бюджета?
Да, вот помимо корректировки бюджета, как я сказал, почти на 5 миллиардов, мы ведь произвели и еще из имеющихся ресурсов до корректировки финансирование почти на 4 миллиарда рублей. Из них достаточно большая сумма сразу оперативно была выделена, это порядка 408 миллионов на оперативные закупы и доставки продовольственного запаса для обеспечения республиканского неснижаемого резерва. И, кроме того, почти 588 миллионов рублей – это по поддержке отраслей агропромышленного комплекса. Это на приобретение, досрочное приобретение и доставку комбикормов, на приобретение муки для нашего хлебозавода и хлебопекарен. И вот эти меры были предусмотрены были из резервного фонда правительства в рамках действующего государственного бюджета. В целом, на данном этапе было профинансирование мер уже более 9 миллиардов рублей из принятых мер 14,5 миллиардов рублей на данный момент. Валерий Алексеевич, мы знаем, что рейтинговое агентство «Эксперт.ра» подтвердило рейтинг кредитоспособности нашей республики. И вы комментировали, что рейтинг кредитоспособности республики подтвердила стабильность и устойчивость бюджета. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да. Рейтинговые агентства, они каждые полгода проводят анализ и выставляют свой рейтинг. Вот Национальное рейтинговое агентство недавно подтвердило наш рейтинг на уровне РУАА-, прогноз стабильный. Это сделано на основе анализа итогов прошлого года. Я напомню, что по итогам прошлого года оценка сейчас валового регионального продукта нашей республики оценится в 1,5 триллиона рублей. Это достаточно серьезный показатель, он на 10% выше, чем 2020 года. Соответственно, и параметры бюджета были существенно выше 2020 года и показывали свою устойчивость. Собственные доходы государственного бюджета увеличились по сравнению с 2020 годом на 28%, существенный рост. При этом оценивалось, что собственные налоговые и неналоговые доходы увеличились почти на 40%. Расходы выше 2020 года также составили почти на 18% выше расходы и финансировались все необходимые обязательства. И бюджет 2021 года был закончен с профицитом 17% к собственным налоговым и неналоговым доходам. Также третья часть это оценивался долговая нагрузка. Она составила по итогам 2021 года 26%. Это достаточно низкий уровень, считается, долговой нагрузки. И в совокупности факторов, поскольку в 2022 год мы вошли с профицитом, а это остатки средств на счете бюджета на 1 января 2021 года, которые позволят нам финансировать расходы этого года, они оценивают устойчивость бюджета с точки зрения доходов и расходов и с точки зрения, как они пишут, комфортного профиля обслуживания государственного долга. А давайте сейчас перейдем к корректировке бюджета на этот год, и на 2022 и на следующий. Каким ожидается наш главный финансовый документ? Что касается формирования бюджета на следующий период, 23, 24, 25 годы, то мы сейчас начинаем подготовку. При этом государственные программы будут сформированы по новому принципу. В государственных программах будут отражены проекты и процессы, которые необходимо реализовать в ходе исполнения государственного бюджета. Мы уже в июне начнем формировать проект следующего периода на основе новых государственных программ по развитию как социальной сферы, так и отраслей экономики. А что вы можете сказать про финансовую грамотность? Насколько финансово грамотно население нашей республики и какие мероприятия проводятся в этой сфере? Да. В 2021 году был организован Центр компетенций по финансовой грамотности на базе нашего финансово-экономического колледжа. И надо сказать, уже в первый год, в 2021 году, когда они приняли участие в конкурсе в стране, среди таких центров, среди субъектов федерации, участвовало 52 организации. Были выявлены 6 победителей в различных номинациях. Среди них также победителем стал и наш
Центр финансовой грамотности. В прошлом году они провели, несмотря на дистанционный формат, 150 мероприятий. Охват составил более 55 тысяч жителей нашей республики. 435 педагогов подготовили по урокам финансовой грамотности. Была развернута сеть финансовых консультантов волонтерского движения, так называемые волонтеры финансового просвещения, которые получили подготовку в Педагогическом университете города Москвы, в Финансовом университете, в Высшей школе экономики. И вот по итогам 2021 года Национальное агентство финансовой информации, которое проводит обследование социологического во всех субъектах Федерации, у нас повысился уровень финансовой грамотности, индекс финансовой грамотности. И я хотел бы отметить, что сейчас граждане с высоким уровнем финансовой грамотности составляют у нас 26%, а в 2020 году было 11%. Так? Вот. Средний уровень, да, он повысился немного, 46 все равно процентов на среднем уровне финансовой грамотности. В прошлом году было 45. Но зато резко снизилось количество, соответственно, тех, у кого низкий уровень финансовой грамотности. Все сместилось вверх. Уже в этом году мы провели телевизионную финансовую олимпиаду, традиционную для наших старшеклассников. Так? И вот недавно проводился семейный финансовый фестиваль. Неизменно поддержку этому фестивалю оказывает ассоциация, Российская ассоциация финансовых консультантов. Мы всегда тесно работаем с центром. Отделение, наше национальное отделение, Национальный банк республики, это отделение Центрального банка России. И вот этот семейный фестиваль тоже является одним из лучших мероприятий. А наша телевизионная олимпиада, я напомню, когда-то становилась победителем в номинации «Лучшее эвент-мероприятие по финансовой грамотности». 27 апреля, в день знаменательной даты для нашей республики, столетия образования и автономии Якутской, открылась выставка «Национальные сокровища России. Москва-Якутск-2022». ГОХРАН и Министерство финансов были организаторами этой выставки. Расскажите об организации выставки, сколько человек посетило? Да. Действительно, эту подготовку мы начали около года назад, поскольку это требует серьезной не только технической и профессиональной, и финансовой подготовки. И мы, конечно, выражаем большую признательность Минфину России, ГОХРАНу России, что они поддержали эту идею провести выездную выставку. Вообще в истории ГОХРАНа это вторая всего лишь выездная выставка за пределы Москвы. И некоторые экспонаты покинули впервые стены ГОХРАНа России. Конечно, это требует определенной подготовки с точки зрения технической подготовки, безопасности, охраны. И в течение года группа экспертов ГОХРАНа еще в сентябре приезжала для инспектирования наших помещений. И вот помещения сокровищницы нашей республики Саха-Якутия полностью отвечали сертификации и аттестации. Так? Затем была достаточно большая работа по страхованию перевозки и страхованию ценностей. Выбор страховщика – это заняло почти 3 месяца. Ну, а экспозиция сейчас, безусловно, привлекает внимание, очень большое внимание жителей. Когда началась реклама, так сказать, это началась где-то 2 недели назад до открытия, и уже за этот период почти 4000 жителей забронировали билеты на выставку, которая будет работать с 27 апреля по 18 мая. И всего лишь 2 выходных, 1 мая и 9 мая. Так? А все остальные дни будет открыта выставка для тех, кто забронировал. Вызывает широкий интерес. Конечно, центральным экспозицией центральной является регалия императорской власти российского государства. Это копии большой императорской короны, скипетра и державы. Отдельный раздел – это именные крупные алмазы, которые названы в честь наших государственных деятелей, наших событий, но которые хранятся в алмазном фонде России. И также золотые самородки, найденные в различное время. И вот ГОХРАН России 27 апреля вручил сертификат, назвав самородок весом 1 килограмм золота «Столетие образования Якутской АССР». И добыт он был в Усманском районе в 1944 году. И с тех пор хранится в ГОХРАНе России. Валерий Алексеевич, спасибо вам большое, что пришли, ответили так подробно на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч.